Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз с 11 по 17 мая для овнов. Посмотрим, что ждет на этой неделе. Вот основные события этой недели проходят под старшим арканом смерть. Карта говорит о том, что какие-то очень большие перемены, трансформации у вас на этой неделе, дорогие овны. Скорее всего, они связаны либо с деньгами, да, может быть, большие суммы денег какие-то здесь задействованы, может быть, даже это деньги не ваши, допустим, деньги банка или деньги вашего супруга, или, может быть, там деньги родителей, да, в общем, любых других людей, которые вот как-то могут к вам приходить, либо вы погашаете долги, либо к вам приходит это как подарок. Также карта может быть связана у нас с какими-то занятиями, бизнесом, да, то есть какие-то очень важные события происходят. Давайте посмотрим, что же здесь имеется в виду. Вот смотрите, здесь начинают какие-то ваши давние мечты и планы исполняться. Может быть, здесь вы хотели приобрести, допустим, там домик, да, недвижимость. Может быть, у вас были планы по работе. Может быть, какие-то творческие такие, вы знаете, когда вы вот именно себя выражаете. Но в любом случае, смотрите, это может быть довольно-таки неожиданные перемены, несмотря на то, что вы к этому стремились давно. И как-то это все-таки может вас удивлять, шокировать и так далее. Кстати, вот по этой карте очень часто какие-то ситуации происходят с военными, с полицейскими, с пожарными и так далее. Также очень часто эта карта показывает общение там с судьями, ну как общение, участие в каких-то процессах, да. В общем, все, что касается начальства, правительства, все, что касается, знаете, врагов, даже, может быть, знаете, вот у ваших, допустим, у ваших врагов есть друзья, да, и вот они как-то могут вмешиваться в вашу жизнь. Вот. Ну и также карта очень часто связана с эзотерикой, с психологией, какими-то тайными делами. То есть вот это тоже все важно становится овном. То есть это какое-то решающее значение имеет. Так, давайте посмотрим, какие еще события будут происходить. Вот по Солнцу у овнов будут, скорее всего, какие-то достижения. Может быть, вы какой-то результат получите, проект какой-то завершите. Может быть, будете посещать какие-то праздники, юбилеи. Эта карта очень часто любовь обозначает, да, может быть, что-то связанное с вашим близким человеком, событие какое-то, подарок, допустим, да, или, может быть, там в ресторан, вот если есть возможность, да, может быть, пойдете в ресторан. Очень часто эта карта связана с детьми, там, с детскими садиками, может быть, какая-то будет новость по этому поводу для кого-то. Может быть, кстати, вот золото, ювелирные украшения какие-то, покупки или подарки, может быть, да, может быть, какой-то поступок, который вас, ну, охарактеризует вот с самой лучшей стороны. Также карта очень удачная для инвестиций разного рода, когда мы, может, даже выиграть что-то можем, когда мы, вот, знаете, в центре внимания. Теперь еще какие события? По двойке пентаклей. Карта говорит о том, что, скорее всего, все необходимое будет, деньги поступать будут, но, может быть, не так, как вам хотелось бы, не постоянно, да, а периодически. Также карта говорит о том, что, может быть, повезет в деньгах, может быть, придет прибыль из какого-то нового источника второго или от другого человека. Может быть, это, допустим, приход денег в семью, да, может быть, это приход денег от партнера. Вот очень интересная вот эта карта, которая говорит о том, что могут быть какие-то события, связанные с
привыканием к чему-то новому, да, может быть, либо на новом месте, либо на новой работе, либо адаптироваться в там, получении как-то денег по-новому, как-то по-новому зарабатывать. Еще какие события? Тройка мечей говорит о том, что, скорее всего, будет сложно принимать какие-то события, какие-то новости. Скорее всего, это будет касаться даже сплетен каких-то, да, или каких-то злых слов от кого-то. То есть вроде бы разум вам подсказывает, что ничего здесь такого плохого нет, да, что нужно как-то смотреть трезво на все, а эмоции зашкаливают. Очень трудно привести это все в какой-то порядок, да. То есть тройка мечей у нас ограничения в общении, может быть, выбор какой-то, исключение кого-то из своего круга общения. Знаете, когда мы для себя какие-то порядки новые вводим, вот, допустим, как общаться с определенными людьми, да, с кем можно по душам, а с кем нельзя, в общем, какие-то такие могут быть вещи. Давайте посмотрим отношения для тех, кто не в паре, кто в поиске партнера. Карта говорит о том, что может быть, знаете, какое-то переменчивое настроение, может быть, на этой неделе и нет встречи, да, и из-за этого, может быть, ну, как бы расстраиваемся, да, из-за этого переживаем. Но карта говорит о том, что это временная ситуация. Вообще вот эта карта очень быстрых перемен, поэтому если на этой неделе нет, значит, в ближайшее время будет, да. Для тех, кто в паре, девятка трефловая, говорит о том, что будет, скорее всего, возможность как-то договориться, да, вот, может, знаете, дайте еще одну карту достану. Да, может быть, были какие-то ссоры, споры, скандалы, никак не могли договориться. И вот карта предлагает как-то новый путь найти, как-то более лояльно отнестись к своему партнеру. Постараться, может быть, отложить разговор и подготовить человека хорошо, а потом только к этому возвращаться. То есть, знаете, вот эта карта, она очень часто еще обман показывает. Может быть, один из партнеров действительно обманывает, и по этому поводу нужно поговорить и все прояснить. А может быть, на него наговаривают, наоборот, какие-то люди из близкого окружения. Это тоже нужно учитывать. То есть, скорее всего, вот вас обманывает либо тот человек, который слухи распространяет, либо тот человек, который с вами рядом. Но в любом случае здесь все нужно прояснять. А может быть, вы даже сами неправильно смотрите на ситуацию и обманываетесь, да. То есть вот здесь нужно быть осторожными, не спешить принимать каких-то решений, осуждать, критиковать и так далее. Какая-то такая ситуация неясности, нужно подождать. Для тех, кто в ссоре, девятка червовая, карта говорит о том, что здесь может быть обновление ситуации, может быть улучшение, перемены, да, но знаете, еще очень часто эта карта показывает и новых людей. Может быть, вы сами даже не захотите мириться, потому что у вас появится совершенно новый человек для отношений. Для работы у нас, для тех, кто в поиске, карта говорит о том, что есть возможность выйти на работу, причем как бы долгое время там задержаться. И, скорее всего, это потребует от вас ответственности, но вам это будет очень, ну, как бы нравиться, это будет давать вам реализацию. Для тех, кто работает, семерка трефовая, говорит о том, что на работе некоторые сложности, проблемы, знаете, и не просто проблемы, а вот как-то ситуация, когда много мелочей, которые раздражают, да, или, кстати, вот у нас главная карта говорит о том, что, может быть, вам даже захочется поменять работу здесь. Но в любом случае карта говорит о том, что процесс идет, есть возможность работать, но именно в коллективе. Эта карта не для того, чтобы руководящую должность какую-то занимать, да, а вот именно в коллективе работа, а это всегда сложно, да, то есть нужно прислушиваться, нужно стараться, ну, как бы быть частью коллектива и так далее. Вот из-за этого могут быть какие-то сложности, потери даже какие-то. Так, теперь для тех, у кого свое дело. Карта говорит о том, что замечательная неделя для того, чтобы зарабатывать, заниматься коммерцией, для того, чтобы расширять свои возможности и свои заработки увеличивать.
Теперь финансы. Для тех, кто на зарплате, карта говорит о том, что ваши финансы сейчас зависят от государства, от администрации и от вашего начальства. И как это будет дальше? Ну, появится новая информация со временем, да, пока что еще не ясно, не определенно. Для тех, кто зарабатывает сам на себя работает, семерка пиковая говорит о том, что, скорее всего, придется оплачивать какие-то счета очень важные. Будут, скорее всего, вот работа с какими-то бумагами, да, может быть, оплачивать какие-то налоги, да, или еще что-то такое. Вот больше здесь, конечно, расход, чем приход. Но все-таки, если, допустим, на эту карту посмотреть со стороны новых контактов, общения какого-то с новыми клиентами, то тогда вот через них могут приходить деньги. Совет какой Овнам на эту неделю? Совет не подчиняться своему настроению. То есть настроение будет скакать, будет то хорошо, то плохо, то радостно, то грустно. Ни в коем случае не поддаваться. Думать о своих близких, заботиться, думать о безопасности вашего дома. И как можно больше тепла и заботы своим близким. И тогда вот сложный период легче пережить. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.